Здравствуйте, дорогие друзья, родные. С вами почти со всеми знакомы очень близко, хорошо, и по беседам, и по приходской жизни. Поэтому после перерыва летнего мы с вами снова встречаемся, чтобы возобновить наши беседы. И сегодня первая тема избрана – это 10 заповедей миссии. Конечно, наверное, в большинстве мы их знаем хорошо, знаем, можно сказать, наизусть. И все же, вот, когда мы их слушаем, когда еще раз задумаемся над ними, то всегда нам должна открываться новая глубина. То есть ты должен понимать их еще яснее, ты должен понимать, что они имеют не только вот буквальное прямое значение, а значение переносное, духовное, да, что, например, убить человека можно не только, конечно же, физически, да, или внутренним отношением к нему, например, неприязнью, ну, например, бездействием, да, не оказанием помощи. И поэтому пусть сегодняшняя наша беседа такую пользу нам принесет. 10 заповедей, или как они еще называются, декалог, или десятисловие, они были даны народу еврейскому на 50-й день после их исхода из Египта, через пророка Моисея на горе Синай. Даны они были после определенного приготовления. То есть было сказано, чтобы народ постился, чтобы народ ожидал этого откровения Божия. Это откровение Божие, то есть это не просто премудрость Моисея, хоть он и был величайший и кратчайший из людей, но это именно Господь сам открывает, то есть дает людям эти принципы, эти правила жизни. Заповеди эти носят преимущественно характер запретительный, хотя там и есть отдельные моменты, что нужно делать, но в большей части там говорится, чего делать нельзя. И мы, конечно, как люди, живущие во времена уже Нового Завета, мы знаем, что они имеют педагогический характер. Педагог – это в древности это раб, который вел ребенка на занятия, то есть тот, кто вел пока еще не могущего ходить самостоятельно малыша, младенца, вел к учителю. Соответственно, мы воспринимаем Ветхий Завет как педагог, то есть тот, кто вел нас ко Христу. И, естественно, заповеди блаженств, которые потом даны в Новом Завете, они дают уже более глубокое, более возвышенное понимание этих красных правил. И еще постараюсь об этом в конце сказать. Они соотносятся, даже вот буквально одна к одной, заповеди Ветхого Завета и заповеди блаженства, они имеют между собой соотношение. В чем же состоят заповеди Ветхого Завета? Их всего 10. Первые 4 – это заповеди об отношении человека к Богу, и следующие 6 – это в отношении людей к другу. И мы здесь уже видим эту интуицию, предчувствие Нового Завета. Там Господь уже ясно нам сказал, что главная заповедь в законе – это возлюбить Господа Бога всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всеми силами, и ближнего своего, как самого себя. Да, эти заповеди показывают нам, что такое, что есть любовь к Богу и что есть любовь к людям. Кстати, вот именно первая часть чаще всего выпадает из внимания. Когда спрашиваешь, что есть главная заповедь, то не так часто, но ответ «возлюбить ближнего как самого себя» он звучит. То есть он как-то присутствует в сознании. И заповеди «не убей», «не кради», «не прелюбодействуй», «не лги», они тоже звучат. То есть они близки. А вот первая часть, она как раз и выпадает. Первая часть, хотя она является основополагающей, потому что мы ведь почему любим человека? Потому что человек есть образ Божий. Поэтому от любви к Богу уже, собственно, потом строится и любовь к людям. Поэтому без личного общения с Ним, без стремления к Нему, настоящую этику построить нельзя. То есть настоящую моральную. Да. И поэтому первая заповедь говорит: «Я Господь Бог твой, и не должно быть у тебя других богов». Кстати, мы не сказали, что они изложены в книгах Исход 20 глава, и в книге Второзакония. С небольшими отличиями, небольшими несущественными. «Я Господь Бог твой, и не должно быть у тебя других богов, кроме меня». Само первое местоимение, первое слово «я», оно уже говорит о Боге как о личности. Для нас это очевидно, да, что Бог – это личность, что это существо всемогущее, всеведущее, которое обладает нравственной свободой. Это и есть атрибут личности.
И только личность может сказать о себе «я». Но почему нам важно это подчеркнуть? Потому что ведь во многих философиях, верованиях или вообще отсутствует идея Бога, она просто отсутствует, ее там нет. Там нет личного общения с Богом. Там есть определенный набор правил, принципов, законов, но там нет Бога как личности. Нет молитвы к Нему, нет устремления к Нему. Есть абстрактное представление о всеобщем законе, об абсолюте, об идее. В конфуцианстве отсутствует идея личного. В буддизме тоже нет личного общения с Богом. Поэтому, когда Господь говорит нам «я», Он первым делом показывает себя. «Я Господь Бог твой». Слово «Бог» напоминает нам о том, что Он богатый, то, что Он есть Творец, что Он этот мир сотворил. И «Я Господь Бог твой». Слово «твой», оно опять обращает внимание на нас, как на личность. У нас есть свобода нравственная. И мы не просто какие-то кусочки человеческого рода, а некоторые, кстати, философы так учили, что мы просто такие искорки от костра, и у человека нет личной вечной жизни, он умирает, он вливается в этот океан, пускай даже божественной премудрости, благости, любви и так далее. А мы так не видим. Мы видим, что у человека всегда сохраняется его неповторимость, его уникальность, то, что мы называем личностью. И поэтому каждый из нас, он ищет свою дорогу Богу. «Я Господь Бог твой». И поэтому, когда мы любим Бога, мы говорим «мой Бог». Но мой не в том смысле, что я его для себя придумал. Не в том смысле, что я как-то что-то особое о нем составляю. Мой, в смысле, я к нему нашел дорогу. Я с ним построил отношения. Я с ним встретился. Мы как-то эту тему уже несколько раз задевали, тему чуда, тему встречи. Да? Ведь, по сути дела, все Евангелие – это такая цепочка встреч. Вот сегодня читается Евангелие, да, о том, что вот выходит из города эта процессия похоронная, это мать, убитая горем, которая хоронит своего сына. И подходит к ней Господь и произносит вот эти слова «не плачь». В этих двух словах коротких, таких суровых, резких, ведь вместе с тем огромное утешение, если в них глядеться духовно. То есть Господь говорит, что, во-первых, не убивайся, да, не забывай, что человек имеет вечную жизнь, не забывай о том, что вокруг тебя множество других людей, которым тоже нужно внимание, забота, и они могут стать твоими детьми, и ты можешь им стать матерью. Но факт тот, что произошло чудо. Вот там ничего не сказано о том, как отреагировала женщина. Не сказано. Но чудо произошло, и вот по аналогии мы можем догадаться, по другим местам мы можем догадаться, что в ней вот эта вера проснулась. Потому что вера дает Богу право на чудо. И еще интересный момент вот, в процессе убийцы. И люди старше, то есть люди остановились. Вот они шли, он подошел, они остановились. То есть они чего-то ждали. Он бы мог просто присоединиться к этой процессии. Они, естественно, ради каждого встречного не останавливались. Но они остановились, то есть знали, ожидали, что что-то он скажет, что что-то он сотворит. Понятно, ведь он был известный уже в тот момент, Господь наш, известен как чудотворец. И, может быть, вот это вот остановиться, да, это тоже есть такое принятие. Я чуть-чуть отвлекся, но это все для того, чтобы пояснить, что произошло чудо, значит, произошла встреча. Значит, она нашла своего Бога. Так же, как и самарянка. Помните, вот она побежала и говорит, вот человек, который сказал мне все, что я сделала, вот, может, это он есть Мессия. Вот она бежит, она делится вот этой радостью, да, несет вот этот цвет людям. Это Закхей, который залезает на дерево, чтобы Господь потом ему сказал, что я иду сегодня к тебе. Это, конечно, все святые, это мученики, преподобные, которые жизни отдавали, которые уходили в пустыню ради встречи с Богом. И у каждого своя история. У каждого своя история, да? И каждый из нас может об этом рассказать. О том, что вот как ты нашел? Вот кто-то в него не верит, кто-то о нем даже не думает, кто-то против него борется. А как ты решил? Об этом часто спрашивают, вот, на наших случаях, например. Как ты решил жизнь свою посвятить? Ведь от радости даже такой вот семейной, супружеской жизни ты отказался ради того, в кого многие даже не верят. Вообще, что он есть, а уж не то, что он такой силой обладает. И вот, значит, это чудо произошло.
И говорит, человек может рассказать, что-то вложили, что-то воспитали, да, что-то я сам. Вот Господь открывается, происходит вот это откровение. Откровение. Мне Господь открылся в богослужении, в какой-то встрече, может быть, избавил от какой-то скорби, да, спас от чего-то, явил свою помощь где-то, просто в сердце свое вселил свою любовь. Вот это все вмещается в слове «Я Господь Бог твой». То есть Господь ищет с нами личных отношений. Не просто, что мы будем выполнять определенные правила, отстаивать, отчитывать, еще что-то выполнять. Будем просто жить в спокойствии, в безопасности, да, в таком общественном благоустройстве. Некоторые говорят, что 10 заповедей – это просто такая форма общественного мирного благоустройства. Нет, конечно. Господь, Он говорит, стою у дверей и стучу. То есть стою у дверей сердца и стучу. Он ждет, пока мы ему сердце свое откроем, чтобы вселиться, да, и вселюсь в них, и похожу, и буду им Богом, и они будут мне людьми. То есть они будут мне Богом. Вот как много говорит эта заповедь. И, конечно, это требует труда человека. Это надо его искать. Вот искать Бога. Ведь Бог открывается ищущим его. Бог открывается ищущим его. Когда человек не ищет, конечно, тоже происходит чудеса. Иногда по молитвам, может быть, близких. Но все равно, как правило, человек должен, хотя бы там, допустим, своими словами, он должен молиться, да? Он должен иметь, пускай там простенькую, где-то там смешанную с суеверием, но все-таки веру. И эта вера, она потом может очищаться, расти. Он должен что-то делать. То есть он должен в каких-то поступках, словах, он должен себя к чему-то понуждать. И тогда он будет к Богу приближаться, и тогда Господь ему будет открываться. А если он не откроется, мы ведь не можем его познать. Да? Не вы меня избрали, я вас избрал. Так вот сказано. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Господь так говорит. Иисус Христос, то есть Бог Сын, говорит так. И никто не приходит к Отцу только как через меня. Господь видит, кто к нему, Он видит способность человека, он ему открывается. И надо быть достойным открытия. Мы ведь знаем, из книг, конечно, больше из житий святых, что есть настоящее откровение Божие, да, например, как явление Святой Троицы, или явление Пресвятой Богородицы, которые были это не единичные случаи, подобно серии, подобно фильму. Значит, они до него дошли, то есть они до него доросли, до такого откровения. Когда преподобный Серафим увидел Господа, грядущего в святой алтарь, он онемел. И он стоял, его люди потом под руки, за руки завели, и он, как описано, длительное время, несколько часов, что ли, вот он стоял, меняясь в лице, то есть он был настолько потрясен, настолько перевернут вот этим откровением, оно совершенно его, хотя он и готовился к этому, все же это было очень трудно. Поэтому Господь, Он все равно ведет нас через такие вот какие-то точки, да, встречи рубежные, после них показывает нам еще перспективу. И если ты проходишь определенные испытания, кажется достойным, Он готов, конечно, давать нам гораздо больше. И вот в заповеди сказано, что не должно быть у тебя других богов. То есть, вот, чтобы с Ним встретиться, надо доверять только Ему. Надо принадлежать только Ему. Молиться только Ему. То есть недопустимо гадать, например, что будет в будущем, каким-то гаданием обращаться, суеверием, приметам. Но ты веришь, что ты живешь по промыслу Божьему, да, что есть единый Бог, Он всей твоей жизнью управляет. Зачем тебе пытаться узнать из каких-нибудь карт, пасьянцев о том, что будет в будущем? Твоя жизнь, ты ходишь под Богом. Ты стараешься творить Его дела, и ты знаешь, что ничего случайного в твоей жизни не будет. Поэтому это все тебе не нужно. Естественно, обращение никаким колдунам, экстрасенсам, ведьмам, как мы уже сказали, игральные карты, сонники. То есть вот любые духовные практики, которые противоречат вере, которые противоречат учению церкви, которые противоречат учению единого Бога, они для человека недопустимы. А иначе ты его полюбить не сможешь. Иначе ты его не сможешь полюбить. Потому что любовь, она всегда строится на верности. Есть верность, можно на этой верности строить любовь. А если верности нет, тогда ты не сможешь полюбить. Ты можешь пользоваться, но ты не сможешь полюбить. Это ведь как в браке. Вот, люди, вступая в брак, они дают друг другу клятву, то есть обещание
верность. Да? Может, не обязательно словами произносит, но сама церемония свадьбы, она подразумевает это, что люди отдают друг другу свою свободу, посвящают друг другу свою жизнь. И на базе этого надевают колечко, да, символ не свободы, символ посвященности. И так же с Богом. Это первейшее, это очень-очень важно. Это очень важно. Случаев я примеров уже много приводил на этот счет, насколько сильный бывает соблазн для человека. Ну, например, заболевает женщина и молится, и вроде и помощи не получает, и потом идет к целителю, а тот просит у нее снять крест. И тогда только может совершить какой-то. Естественно, это грех против. И еще, если немножко взять еще шире, то это ведь говорит нам о том, что в нем вся сокровища премудрости спрятана. То есть в Боге вся сила. Если ты у него просишь, ее не помогает, значит так надо. Это не значит, что он не может. Бог может все. Если ты хочешь иметь мудрость, знание, то ты ищи ее у Бога. То есть тебе не надо какой-то философии посторонней, потому что ты, может, что-то там и найдешь новое. Но это новое, оно будет, или оно не спасительное, то есть или оно ложное, или оно дублирует то, что и так есть. В Библии, в смысле, в нашей Библии, ты в Боге найдешь все, что тебе нужно. Тебе не нужны другие боги. Тебе не нужно читать что-то такое постороннее, что противоречит. Не надо как-то молиться, какие-то там мантры, медитации. Ведь очень многие сейчас пытаются соединить, да, молитву и тут же с какими-то еще другими шептами. Это все не нужно. И это прекрасно, потому что Господь, вот именно единый Бог, Он и дает человеку полноту любви к Нему. Если ты изменяешь, ты не можешь полюбить человека по-настоящему. Если ты не верен Богу, ты не можешь полюбить его по-настоящему. То есть первая заповедь, она такая вот, как бы фундамент, базис, необходимая часть для того, чтобы вторая заповедь, она продолжает мысль первой и говорит, что не сотвори себе, сейчас прочитаю, с каком местном тексте, не сотвори себе кумира и всякого подобия, велико, то есть то, что на небесе и на небесах вверху, то, что на земле внизу, и то, что в водах под землей, да не поклонись им и не послужи. Но тогда для еврейского народа это имело очень конкретное практическое значение. Они были окружены языческими народами, которые поклонялись самым разным богам. Богам ветра, богам солнца, богам земли и так далее. Богам плодородия. И поэтому Господь, чтобы народ свой оградить от этого, Он запрещает поклоняться. И, естественно, это все совершалось обычно через какие-то изображения. То есть делалось изображение Бога. Какой-то кумир, какая-то статуя, какой-то рисунок, который почитался как Бог. Ему приносились жертвы. И Господь это запрещает, потому что ему важно через этот народ еврейский. А вспомним, да, что еврейский народ, ведь он начинается с призвания Авраама, с одного человека, с испытания его веры, через вот это требование принести в жертву сына, которое Авраам намеревался исполнить, и не исполняет до конца, Господь его останавливает. То есть Господь очень такими долгими, трудными путями готовит народ к принятию этого откровения. Но мы эти заповеди, поскольку понимаем чуть более уже широко, то мы говорим о том, что кумир это не только вот ложное изображение ложного Бога. А кумир это все, что тебе Бога заслоняет. Все, что тебе Бога заслоняет. То есть вот в нашей жизни это такие вещи, которые сами по себе, они не являются грехом. Еда, она является грехом? Нет. Ни деньги, ни вещи, они все, ни люди, естественно, они грехом являются. Но они становятся греховными, то есть они уводят тебя от Бога, когда они занимают в твоей жизни место Бога. Когда они становятся на первом месте. Когда ребенку говорят, я тебя обожаю. Обожать? Значит, стоит на месте Бога. Я тебя боготворю.
Я для тебя сделал все, что хочешь. Я для тебя все отдал. Ты для меня дороже всей жизни. Без тебя или без этого, там, без музыки, без театра, или там еще без чего-то, для меня жизнь смысла не имеет. Вот такие вот слова, они говорят о том, что что-то заняло место Бога. Дети, муж, жена, родители, футбол, музыка, там, здоровье, часто сейчас, деньги, естественно, часто. Причем человек может это не говорить. Он вряд ли скажет, что деньги для меня это Бог. Но на дне рождения, да, или в каких-то разговорах он скажет, что ну, главное деньги, там, главное вот хорошо заработать. Да? Главное. Или просто своей жизнью показывать. Вот работает, 7 дней в неделю, без выходных, без отпусков. Спрашивают, для чего? Ну и выяснится, что вот хочу детей обеспечить, да, главное их обеспечить, главное им заработать, готов ради этого там, другим детям дорогу в жизни не дать. Вот, значит, деньги или дети стали кумиром. Естественно, это вредные привычки. Вот табак сам по себе как растение, естественно, не греховый, да, это растение такое же, как все прочие. Но человек из него делает суррогат, делает себе психоактивное вещество, да, употребляя его, он так или иначе воздействует на свою душу. А алкоголь тоже не является спиртом, это что обычное химическое вещество. Но если алкоголь употреблять для опьянения, тем более доводить себя до зависимости, да, до алкоголизма, значит он становится кумиром. Ну и мы знаем, как страшно может быть алкогольная зависимость, когда человек уже не знает ничего, никого и служит только этому. Про наркотики, наверное, нет нужды говорить, да, насколько они могут поработить полностью волю, свободу и так далее. Ну и, естественно, вот, покупки, вещи, машина, квартира, все это очень может легко стать кумиром. И опять проверяется легко. Как проверять? По объему внимания, по объему вот, сил, которые ты выделяешь на это. Вот человек пошел, субботний день, там, воскресный день, за покупками, мы знаем, как это происходит. Да? В один магазин, другой, а потом надо сюда вернуться, а потом туда еще надо съездить, и еще что-то. И так раз, два, три, полдня пролетело. 4 часа, 5 часов пролетело. Ой, устали. А вдруг, если там надо, допустим, на беседу прийти, ну, вот просто приглашаем, говорит, нет. Или там стоит вопрос о том, что на службу пойти в храм, или молитвы, молитесь или нет? Да нет, некогда сил нет. Потому что мы все силы отдали вот этому, да, заботе. Грядки копали, сажали. Вот силы. То есть что-то постоянно, это касается всех нас. То есть нельзя вот так делить, человек воцерковленный, воцерковленный. Для воцерковленного человека тоже такой соблазн очень часто существует. Свои какие-то мысли, убеждения, привычки. Я так считаю все. Я считаю, что на самом деле тоже может быть. Ну и, конечно, самым большим кумиром для человека может являться он сам. Он сам человек, да. Это тоже может выражаться в таких словах, как вот, для чего вы живете? Задаешь вопрос собеседнику. А вот вообще в чем смысл жизни? А человек отвечает прямым текстом. Ну как, чтобы удовольствие получить. Или надо пожить для себя. Часто вот говорится, да? Ну все, хватит уже работать, надо выходить на пенсию, надо пожить для себя. То есть получается, что я – это самый смысл своей жизни. Да. Вот это вот сам для себя стал кумиром. Свое состояние здоровья, свое тело, своя душа, свои мысли. Это я в этом убежден, да, говорит человек. То есть вот такое полное доверие в себе. Это моя правда. Вот я так считаю, по такому случаю. Ну и прочее, дальше можно продолжить. Конечно, на основе этой заповеди упрекают православных христиан в том, что мы чтим иконы. Ну, сказано, вот, не сотвори никакого изображения. Естественно, речь идет о ложных изображениях, то есть о изображениях ложных богов, те, которые заменяют Бога. А наши изображения священные, которые иконы, они не заменяют собой Бога, а они изображают, то есть отражают то, что Господь сам видит. Вот он воплотился как человек, пришел в мир. Мы его видели своими глазами, мы его осязали своими руками, как апостол Иоанн. Значит, естественно, мы можем это изобразить.
Так же, как мы имеем фотографии. То есть, если уж последовательно выполнять эту заповедь, вообще никаких фотографий нельзя иметь. Вот в исламе, например, нет рисунков, нет никаких священных совершений. Но фотографии-то все равно есть. Фотографии все равно есть. Такое ну, как бы несоответствие, что ли, получается. Тогда надо совсем соглашаться. Ну и не вдаваясь далеко в этот вопрос, конечно, у нас аргументация вся выстроена, целые вселенские соборы были на этот счет. Ну, чуть дальше, через несколько страниц, Господь скажет: вот, создай скинию, пророку Моисею, сделай изображение ангелов, осеняющих скинию. То есть, вот, пожалуйста. Ну, Бог же не может сам себе противоречить, да еще не в разных книгах даже, а в одной книге через несколько страниц. Конечно, не может. Поэтому здесь речь идет о изображениях Бога. Третья заповедь говорит нам: не произнеси имени Господа Бога твоего в суе. Напрасно. Не упоминай. Вообще вот язык — это ведь Божий дар. Мы это очень хорошо, четко понимаем, что Бог дал нам язык. Вот у птичек тоже есть какой-то язык, они тоже разговаривают между собой, да, у них есть какие-то сигналы. Чем наш язык принципиально отличается? Наш язык духовный. То есть в нашем языке есть духовные понятия. Мы этим языком можем общаться с духовным миром. Нам дано говорить о любви, о вере, о Боге, и мы можем к нему обращаться. Животные, судя по всему, они не могут, у них нет вот этой духовной абстрактной составляющей в языке. Их язык конкретный. Поэтому, естественно, Господь нам дал дар речи для того, чтобы мы общались, во-первых, с Ним, в первую очередь, во-вторых, друг с другом. Чтобы мы строили отношения, чтобы мы, собственно, для нашего духовного развития Он это нам и дал. Потому что как еще иначе душу наполнять божественной благодатью, как не через слова. Слова — это вот наш ключик в нашу душу. Что-то понять — нужен язык. Что-то выразить — нужен язык. Кому-то дать какой-то совет — нужен язык. К Богу обратиться — тоже мы же словами обращаемся. Даже если это внутренняя речь, это все равно слова. И поэтому важно этот язык использовать по назначению. Если в бане дверь открывать-закрывать без конца, то жар весь выйдет, и уже никакого жара не будет, уже в этой бане не попадешь. Вот. Так же здесь, если ты имя Божие произносишь напрасно, впустую, клятвы, пустословие, обещания Богу, данные, это очень важно. То, что ты Богу обещаешь, вот особенно вот прямо в молитве говоришь: Господи, вот это надо исполнять, например. Естественно, какие-то вот междометия или там кощунства, шутки, анекдоты, все это недопустимо. Имя Божье, вообще все, что связано с ним, с церковью, с духовной жизнью, любые священные понятия, они должны произноситься со вниманием, со смыслом, со значением, с благоговением, в беседе, да? Благочестивой, богословской, в молитве, естественно. Мы Бога и просим, и благодарим, и просто прославляем. Вот это вот все третья заповедь. Вовремя сказать о том, что матерная брань, это оскорбление Бога в том числе. Оскорбление Бога в том числе. То есть это, можно сказать, антимолитва. Да? Это такое вот молитва к дьяволу. Но на самом деле мат он и был создан. Мат он появился как слова для вызывания злых духов. Поэтому, естественно, эта заповедь запрещается мать. Полностью строго нас не запрещается. Четвертая заповедь, она интересная тем, что в ней есть очень интересное позитивное, положительное значение, которое обычно уходит из зоны внимания. Четвертая заповедь нам говорит, что 6 дней работай, помни день субботний, и 6 дней работай и твори в них все дела твои,
а в день седьмой, субботу, Господу Богу твоему. Обычно мы обращаем внимание на то, что в субботу, ну, сейчас воскресенье, нельзя чего-то делать. А вот святитель Николай Сербский, который дал толкование тоже на эти заповеди, такое интересное, можно послушать, почитать, он обращает внимание на то, что в этой заповеди говорится о том, что 6 дней надо работать. 6 дней надо работать. Это ведь тоже, особенно сегодня, в 21 веке, это актуально. Потому что 10-20 лет, и экономика будет такой, роботы будут делать все. Уже сегодня можно не готовить, посуду не мыть, уже это все могут делать автоматы. А если завтра, вот они будут делать абсолютно все. Я думаю, не загораем до этого. И станет вопрос, а вообще человек должен работать или нет? Вот он должен трудиться. Да. И тогда, да, и мы тогда отвечаем на то, что да, человек должен трудиться, ну а зачем? Не просто, чтобы не скучно было. Труд, уподобляет человеку. Ведь сказано, что Господь 6 дней творил мир. Он творец. Это ведь все равно, хоть он и всемогущ, но это все равно для него работа. Он же сотворил, он создавал, то есть хоть он и всесильный ум, но он же это задумал и создал. Значит, человек должен и трудиться, и думать, и руками работать, потому что, все в мире, да, как святитель Николай говорит, и солнце двигается по небу, и сердце твое стучит, непрестанно, почки твои работают, и каждый муравей куда-то что-то тащит, несет. Поэтому ты должен вот в этом ему подобраться. И это приносит радость. Когда человек что-то создает, находит новые знания, учится, просто землю копает, он подобляется Богу. И вот эту духовную радость ведь ни с чем не сравнить. Поэтому надо не ради корысти. То есть в первую очередь надо работать для того, чтобы не быть в праздности, да, чтобы быть Богом. Ну, естественно, это материальные средства. Ведь поначалу у человека не было нужды в труде. Вот Адам и Ева, они были в саду, они, в принципе, имели все необходимое. Им не нужна была одежда. Они были обеспечены пищей, у них не было болезней, им не надо было строить дорогу. У них было все. И однако же Господь помещает человека в сад Эдемский, чтобы возделывать и хранить его. То есть возделывать и хранить. Человек даже вне состояния грехопадения, он должен постоянно трудиться и улучшать. Господь приводит Адаму животных и птиц. Для чего? Чтобы посмотреть, как он назовет их. Это творчество. Человек должен сотворить слово. Ему дан дар слова, но назвать их, то есть сформулировать вот это слово, дать вот это слово, чтобы дать имена животным, чтобы наполнить словом природу, да, чтобы природу через слово соединить с Богом, это дано Адаму. И понятно, что для чего дано, чтобы он уподоблялся Богу, своему Творцу в этом труде. Сегодня у нас наука этим занимается. Вот ученые, биологи исследуют, описывают. Мы вот этим летом разговаривали с женщиной, которая занимается комарами. Вот она ученый, работает у нас в институте биологии, она следует комаров. Оказывается, она сказала, по-моему, 37 видов у нас здесь. Вот обычных кровососущих комаров, которые мы все говорим, комары, а их 37 видов. Но мы же тоже видим, там, бывают полосатые, бывают желтенькие. Она говорит, на самом деле там еще много, из них 3-4 преобладающих тоже. И она давай рассказывать об этом, чем они отличаются, какие у них там хоботки, какие у них там ареалы обитания, особенности размножения. Я так удивился, говорю, это кто же это все описал? В основном вот как Линней, потом еще последователи, есть целые атласы. То есть мы когда вот ловим комаров, они их ловят, они их считают, они, вот прям в водоемах там черпают воду, сколько там личинок, почему их стало больше или почему их стало меньше. Это же очень интересно, да, то есть они не используют их для какой-то практической деятельности. Просто наука пытается приобрести больше знаний. Это ведь на самом деле исполнение методических знаний. Но это ее первый смысл. А второй, конечно, такой более для нас еще важный, это в Ветхом Завете это был запрет что-то делать сегодня. Потому что человек может увлечься материалом, а тем более после грехопадения. Ведь Адаму сказано, если Еве сказано, полезнее будешь рождать детей, и к мужу влечение твое, он господствует над тобой, то Адаму сказано, что в поте лица будешь добывать хлеб. Поэтому труд сегодня строишь, бац, все рухнуло. Делаешь, раз не получилось. Поэтому труд такой же. Часто сопровождается с какими-то неудачами. Поэтому человеку свойственно вот этим увлекаться, да? Вот ученые
изыскивают разные лекарства, а потом придет кому в голову, а давай-ка мы вот найдем такое лекарство, которое вообще человечество избавит от болезни. И вот ради этого 365 дней в году, 24 часа в сутки, и кто-то будет. Господь ограничивает. То есть не стройте себе царство на земле. Царство на земле не построишь. Ты никогда не сделаешь всех сытыми, ты никогда не сделаешь всех неподверженными болезням, ты никогда не решишь все проблемы на земле. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Скажу, что же потом Господь. В Ветхом Завете оставь один день для Бога. И буквально израильский народ считал количество шагов, которые нельзя делать, да? Четкие списки составлял. Вот это можно, вот это вот нельзя, это работает, это не работает. Вот этим он занимался. Но потому что важно было это оставить для Бога. И для нас сегодня, с одной стороны, понятно, что субботу переносится на воскресенье. Суббота была в Ветхом Завете, сейчас Господь воскрес на следующий день. Для нас воскресный день – это день, посвященный Богу. Это день, когда надо не делать, а наоборот надо делать. Надо делать. Что делать? Это, естественно, молиться, ходить в храм, домашнюю молитву творить, посещать больных. Да? Господь ведь, сколько у него конфликтов было вот именно по поводу субботы. Исцелял в субботу, потому что надо делать дела Божьи в субботу. Письмо написать тем, кто в тюрьме сидит, позаботиться о тех, кому одиноко, навестить вот это вот все. Но еще больше того. То есть мы призваны не разделять сегодня четко вот это у меня земная жизнь, а вот это у меня для Бога кусочек, да? Седьмой день, воскресенье или праздник, например, какой-то. Вся жизнь должна стать богослужением. Вся жизнь. Ты все должен делать. Работать. Для чего ты работаешь? Не можешь сказать. Для чего вообще учиться надо? Не только для того, чтобы профессию потом учить. Ум – это дар Божий, это свойство Бога. Значит, ты развиваешь ум, ты приближаешься к своему первому образу. Для чего надо совершенствовать свой язык, свою речь? То же самое. Свойство Бога. Детей для чего даже? Ну, уже много рассказывали. Зачем надо вообще? Вот конечный смысл, какое рождение на свет нового человечка? Чтобы было кому в старости и стакан воды подать. Чтобы кто-нибудь сейчас порадовал нас своими маленькими ладошками, топоточками. Чтобы Россия не оскудела населением и не превратилась во что-нибудь другое. Или может материнский капитал не упустить, пока его нет. А у многих детей рожают. Для спасения. Но вот вы близки, но все равно такой вот есть здесь как бы момент выгоды, да, чтобы он за нас помолился. А если вот, ну ладно, не будем. Для спасения. Для Царства Небесного, потому что это будет, вот его не было, а вот он будет. Еще один образ Божий, да? Еще один носитель, вот это, еще один участник вечной жизни, еще один министр или замминистра, или просто рядовой член Царства Небесного. Для того, чтобы он молился, просто для того, чтобы он молился. Ну, за нас, не за нас, это вопрос второй. Для того, чтобы он любил, для того, чтобы он радовался, для того, чтобы он... Ну, так далее. Тоже рожал детей. Да, тоже потом, чтобы рождал детей, создавал что-то новое, да, чтобы вот, все это было. Вся твоя жизнь должна стать богослужением. Это кто-то из этих сказал. Нельзя, не надо уже так разграничивать. Господь. По улице идешь, иди, радуйся, молись. Бога славь, благодари. Взял метелку подметать в Москве, тоже для Господа. Он же тебе силы дал. И мир это все. Вот все от него и к нему, и для него. Такое отношение. Все делаем ради Бога. Да. Поэтому жесткого разделения. Конечно, мы стараемся в воскресенье, как бы, чтобы себя к этому подвести, мы стараемся в воскресный день уже не делать таких вот обычных дел, а тем более корыстных, которые можно отложить на другое.
Но если человек работает на скорой помощи, естественно, он должен без всяких сомнений в смену входить, или пожарный, или еще кто-то. Вот 4 заповеди, которые говорят нам о том, которые помогают нам подойти к любви к Богу. Хотя любовь — это всегда ты. Вот никогда ее нельзя описать, никогда ее нельзя вот просто какими-то законами, правилами, нельзя ее выразить, сказать, все, вот это сделать, любовь. Почему это будет ложь? Потому что любовь бесконечна. Бог — это любовь. Бог есть любовь, да? Но Бог же бесконечен. Значит, любовь бесконечна. И ни в какими словами, ни в какими рамками она не ограничена. Ее можно ограничить со стороны, то есть вот это не любовь, вот это не будет любовью, да, вот этого не делай. А сама любовь, она непознаваема бесконечно. И никто ее не знает до конца, никто. Если кто-то знает, скажет, что кто-то вот, я познал тайну любви, я знаю, что такое, это неправда. Так же и Бога невозможно познать его полностью, не может к нему двигаться. И чем больше двигаешься, тем на самом деле ты должен больше помогать, понимать, что ты его не знаешь. Вот ученые так говорят, что когда у тебя знаний мало, вот у тебя такой маленький такой кружочек знаний, да, тогда есть самоуверенность, говорит, я все знаю, как дети говорят, да я это все знаю. Потому что окружность у этого кружочка маленькая, область соприкосновения с незнанием. А когда у тебя знаний стало больше, когда ты это узнал, у тебя длина вот этой окружности, которая соприкасается с другим миром, она стала больше, ты больше не знаешь. А если ты еще больше узнал, значит у тебя еще больше не знаний. Чем больше знаний, тем больше не знаний. Поэтому Сократ еще говорит, да, я знаю, что я ничего не знаю. Они не знают, но думают, что знают. Я тоже не знаю. Я хоть и не уважаю, что знаю. Я знаю, что ничего не знаю. Ну, так же и в духовном смысле. Чем больше знаешь о любви, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. Поэтому даже то, что все, что мы говорим о сегодняшних заповедях, это нельзя сказать, что все к этому сведется. Вот можно было бы, вот открываешь катехизис, а тут конкретно перечисляется, вот что нельзя делать. И здесь ведь все не перечисляется. Мы из этого все не перечисляем. В тетрадке вот у меня тут выписано тоже, я что-то вспоминал, что-то вот слушал, и это. Но мы не можем, мы можем за неделю мы говорить об одной заповеди, и то все не скажем. Поэтому нам и так чуть-чуть поговорить. Вот видите, например, святитель Филарет пишет к первой заповеди, что надо отречься от самого себя. Мы об этом не сказали? Не сказали, забыли. Об этом можно додуматься, да? К этому надо. Ну ладно. И вот следующие 6 заповедей, заповеди в отношении к людям. Как научиться любить людей? Тоже бесконечно, тоже так, тоже искусство, наука. И вот 10 заповедей, они же были как бы подготовкой. К ним народ готовился, а они все время тоже готовили. Да? Ты не можешь считать логарифмы, если ты просто цифру не освоил. Ты не можешь пойти в университет, если ты школу не закончил. Все должно быть постепенно. Ты не можешь прийти к Евангелию, если ты не прошел Ветхий Завет. Поэтому поговорим об этих заповедях. Первый из них говорит: чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долго проживешь на земле. Долголетен будешь на земле. Вчера приходили люди на беседу крещения, я спросил, там был один мальчик, ему было 12 лет, я говорю: вот скажи, вот как сделать так, одним словом, чтобы ты не попадал ни в какие катастрофы, нигде не ломал там ноги, не попадал в какие-то влаги, передряги, чтобы у тебя двоек не было. Вот что надо делать одним словом? И это слово было слушаться, а просто слушаться. А то, что тебе желает старше, потому что старший никогда тебе не пожелает чего-то плохого. Слушаться родителей, учителей, наставников, вообще старших, пожилых, уважаемых. Вся наша жизнь была поправлена. Да? По сути дела, все беды происходят от непослушания. Адам и Ева не послушались. Мы не слушаем своих родителей. Законы где-то нарушаем. Ну, даже правила дорожного движения. Ну, конечно, в тебя могут врезаться, но если ты сам ездишь по правилам, ты никогда не будешь виновником. Если
если ты их соблюдаешь. Так? Ну, в отношении здоровья там не так жестко эта зависимость выражена, но все же. То есть эта заповедь в широком смысле относится вообще к послушанию. Соблюдать законы, уважать церковное участие, да? Пастыри наши, архипастыри. Естественно, никогда не осуждать родителей. Для Бога это так важно, что Он нас как бы этому учит, что если ты слушаешься старших, то Он сам тебе помогает. Благословение родителей утверждает дома детей. Да? Вот если ты пришел к отцу, к матери, посоветовался, или ты у них возьмешь благословение, вот, у родителей возьмешь благословение, через их благословение сам Господь тебя благословит. Потому, да, раньше и на брак, и на все. Да. На учебу. На учебу. Вот, и, допустим, отец Ян Христиан, да. Пишет же всем своим письмам, да, что без благословения ни в монастырь, ни в новый дом войти. И вообще советоваться надо. Но мы и советуемся, как правило, со старшими. Тот, кто советуется, что он показывает? Он показывает, что я не все знаю, что я могу ошибаться. Вот. Он как бы уже проявляет смирение. Вот тот человек, который советуется, он проявляет смирение. И Господь ему за это смирение, он даст ему правильную дорогу. А если человек не советуется, если он самоуверен, а тем более против родителей, да, все сделаю сам, то уже благословение. Потому что весь мир, он иерархичен, да? Но все мир не одинаковый. Сегодня говорят, что мы равноправны, что мы все одинаковые. Да не одинаково. Мужчины, женщины не одинаковые, дети, родители не одинаковые. У ангелов и то есть определенная иерархия. Да. Ну, чтить, конечно, это не только слушать, чтить это не только советоваться, это заботиться, ухаживать, да? Молиться за родителей. Вот если родители уже умерли, посещать их могилы, молиться за них в дни родительские, в их память, помогать другим людям, просто уважать их память, хранить, беречь. Петерим Сорокин, социолог, который с нашей земли вышел, много изучал нравы, обычаи разных народов, исторически изучал. Он сказал, что где-то есть у него такой вывод, я сам первоисточник не видел, но ему приписывают слова, что любой народ держится на двух основных принципах. Это уважение к старикам и непорочность дев. То есть это целомудрие и послушание. Вот. Если эти две вещи есть, то вот, есть у народа такая сила и невозможность. Что заповедь не убивай. Убийство – это то, что противоположно любви. Любить – это значит быть вместе, это значит желать блага, это значит дарить жизнь. Убивать – это значит отнимать жизнь. Убить можно физически, на самом деле человека лишить жизни. Можно избить, можно унизить, клеветать. То есть убийство может быть и морально, духовно. Да? Отсутствием общения с человеком можно быть. Вот если с человеком демонстративно не разговариваешь, то получается, что ты тоже его убиваешь. Ты его как бы, ты показываешь, что он пустое место ведь. Тоже такая выходит форма убийства. Естественно, эта заповедь относится к малышам. Потому что мы с момента зачатия, с первой клеточки признаем достоинство человека. Одна клеточка оплодотворенная, яйцеклетка, а это уже человек. Она уже начинает развиваться, значит там уже живет душа. И тело новое, с новым ДНК, с новыми генами. И, соответственно, новая душа, новая личность. Уникальная, повторимая. Поэтому, естественно, ни аборт ни в каких ситуациях не допустимы. И вот многие средства сейчас существуют, говорят, противозачаточные. А название лукавое, потому что на самом деле они не противозачаточные, а зачатие происходит, а потом уже погибает. Спирали, например, таблетки гормональные многие, они обладают такими действиями. Поэтому не допускается такими средствами. Клевета, осуждение, конечно. Когда мы человека осуждаем, говорим, он же дурак. Или там, что из тебя ничего хорошего не выйдет. Мы, получается, тоже на человеке ставим такую как бы печать, да, то есть мы ему словами захватываем дорогу в жизнь. Я не верю в тебя, не доверяю, еще что-то.
7-я заповедь не прелюбодействие. Не прелюбодействие. Так интересно, вот сейчас так и говорят ведь, делать любовь, ну в смысле заниматься любовью, да? Вот прелюбодействие это что такое? Вот это как раз делать любовь. То есть любви нет, но ты ее попытайся сделать. Без духовного, как бы, без духовной составляющей, просто ты вот попытайся ее как бы получить, генерировать, создать. Вот прелюбодеяние это и есть. Когда между людьми нет близости духовной, моральной, житейской, а есть близость только телесная. Да? Об этом речь идет. То есть добрачные связи, измены, сожительство. Когда, вот почему плохо сожительство? Очень часто, ну про измену, я думаю, все понятно, да? Ты оскорбляешь человека и самого себя раскрываешь. А вот спрашивают, а чем плохо сожительство? Ну вот люди любят друг друга, им хорошо, они живут. Чем это плохо? Что они не ставят штамп в паспорте? А мы отвечаем, что вот почему нужен штамп в паспорте? Штамп в паспорте он нужен для того, что он, ну, в определенном смысле, он отрезает, он сжигает мосты, он отрезает дорогу назад, да? Потому что приглашаешь родственников, объявляешь перед государством, ты показываешь, что ты вот начинаешь с увлечения, с влюбленности, но ты будешь идти к настоящей любви. А когда люди не женятся, вот живут, но не женятся. Это что говорит? Они не хотят идти к настоящей любви. Они хотят просто, вот им сейчас приятно. Ты мне чем-то нужна, ты мне чем-то нужен. Они пользуются друг другом. А к любви не идут. Значит, не идут к Богу, потому что ведь супружеская любовь, она соединяет, она тоже ведет человека к Богу. Поэтому они уже настроены на то, что а вдруг что-то не так. Ведь так и говорят. А вдруг что-то не так. Что может быть не так? Если ты хочешь быть с человеком до конца, если ты хочешь верить, все будет так, все будет нормально, ты все сможешь преодолеть. Дети инвалиды рождаются, родители, если любят друг друга, они воспитывают и растят и так далее, и так далее. Кто-то в аварию попадает, сам там становится без рук, без ног, и все равно несут друг другого на плечах. Бывает, человек запьет, например, там кто-то, и такое тоже бывает. И все равно жена или муж терпит это. Кого-то в тюрьму на 10 лет посадят, такое, и это тоже есть. И ждет человек, и говорит, ну что, это наша мама, мы ее будем ждать. Все можно преодолеть. Что может быть не так? Вот единственное, что может быть не так, это может быть не так, это измена. Измена может быть. Тогда да, тогда брак распадается. И то. Если человек обратится и скажет каюсь, значит прости. То есть и это можно простить. Если ты можешь, если хочешь простить, ты сможешь простить. Ты сможешь простить ее. И вот этой заповедью запрещаются разводы. Потому что Господь в Новом Завете вот сказал, да, что кто разводится не за измены, тот прелюбодействует. Вот пусть прямо услышится. Что развод есть прелюбодеяние. Если он не из-за измены. Если он, ну, надо немножко пояснить, да, что, как правило, он как бы подразумевает, ну, как правило, когда человек разводится, он все равно предполагает, что я найду себе кого-то другого. То есть он уже мысленно уже кого-то себе нашел. Может, еще никого конкретно. Просто он уже настроился на другого человека. Он уже отказывается от узкого пути, да, от трудного пути. Он уже хочет идти по легкому пути. Это 7-я. Кстати, вот обратите внимание, что вообще супружеская жизнь, любовь – ответный грех. Есть такое мнение, оно не так популярно в церкви, о том, что вообще вот соитие супружеское, рождение детей, все это такое вот земное, нечистое. Ну, это больше для католической церкви свойственно. Там это прямо даже на уровне есть богословских мнений. У нас такое не отсутствует, но иногда в головах гуляет. О том, что Адам и Ева совершили грех, вот съели запретный плод. На самом деле, под образом яблока подразумевается, что они вступили в интимную связь. Нет, конечно. Господь же не сказал, плодитесь, размножайтесь. Они на самом деле съели запретное яблоко. Это было яблоко, и они его съели. Не надо съесть почему. 8-я заповедь. Мы уже к концу где-то почти приближаемся. Она говорит, не ходи. Не уходи. Ну, мы существа с вами телесные, да, материальные. Поэтому человек не может не кушать. Не может.
Вот ангелы, они питаются только благодатью Божией, они не кушают, у них нет тела. А человек не может не кушать, потому что у человека есть тело. Поэтому всем нам надо что-то кушать, всем нам надо что-то носить, да, потому что мы скрываем свою наготу. А все мы вот создаем какие-то здания, живем в жилищах там, и так далее, и так далее. И вот это вот все материальное, и тело наше, и одежда наша, это вот как бы наша жизнь, да, это вот часть нашей жизни. Это наш труд, это наша история, это наше вот достояние. И поэтому не украсть, это значит не залезть в чужую жизнь. Если ты купил и не заплатил, если ты взял кредит и не отдал, если ты пришел на работу и не работаешь, если ты попал в аварию и должен нести ответственность, и ты даешь взятку, чтобы от этой ответственности уйти, такое тоже бывает, то получается, что ты себе берешь то, что тебе не принадлежит. Можно сказать, кусок чужой жизни, да, ты воруешь чужую жизнь, чужую любовь, себе присваиваешь. Это делать нельзя. То есть даже в деньгах ты должен знать свои границы. Вот здесь заканчивается моя жизнь и начинается чужая жизнь. И это тоже есть любовь. Вот свет светит, мы, в данном случае учреждение, но мы должны за него заплатить. Почему? Потому что там кто-то где-то на электростанции сидит, не спит, приходит, вот сегодня воскресный день, да, а он сидит, дежурит у прибора вместо того, чтобы с детьми гулять, чтобы у нас был свет. Значит, мы должны любить того человека, который там на электростанции сидит, мы должны заплатить, а за ним еще 1000 людей, которые эту нефть добыли, которые этот газ добыли, которые его переработали, которые его привезли, которые эти турбины изготовили и так далее. Мы всех должны... Если ты шоколадку украл в магазине, мы говорим школьникам, ты плюнул в лицо сотням, тысячам людей, которые вырастили эти какао-бобы, которые их переработали, которые их через океан перевезли, которые их со склада на склад транспортировали, которые там полы могут. Вот они все должны были получить из этих 50 рублей, которые стоит шоколад, каждый свою копеечку должен был получить. И ты одним действием вот сразу 1000 человек унизил, обыграл, лишил. Привил к ним непочтение, привил к ним любовь. Здесь, кстати, вот у нас же нет морального основания. Кто-то говорит, ой, да что мы там, взял с работы килограмм гвоздей, подумаешь, он там люди миллиарды делают. Это духовное действие, это духовное действие. Ты совершил любой грех смертный, если не раскаяние, да? Любой грех ведет к духовной смерти. Ты перед Богом отвечаешь, теперь ты не отвечаешь. И то, что там где-то миллиарды воруют, это неправда. Да тем более ты еще не знаешь, воруют, не воруют. Это в газетах написать, что воруют. А может тоже солгать. Вот об этом 9 заповедь. Слово, чтобы любить. Слово, чтобы обещать. Слово, чтобы сотрудничать. Вавилонское множество. Слово, чтобы подбодрить. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Слово можно продать, предать и купить. Слово можно грозящий свинец перелить. Слово, слово это душа с душой общается через слово. Мы должны говорить правду. Говорить то, что есть на самом деле. Говорить, не лукавить, не скрывать, да, не пустословить. Иногда вот слушаешь, садишься в такси, вот едешь, и там работает какой-нибудь радиоканал, там вот что-нибудь типа Comedy Club. 5 минут послушаешь, и просто приходишь в ужас. Неужели вот это можно слушать? Неужели можно это делать, вот этот вот словесный понос? Это же душа, она во что превратится? Она просто будет как выжженная пустыня, вот если она так будет относиться к слову. Это слово, это сила, слово, это божественный дар человека. А тем самым, что ты так думаешь, ты не осуждаешь тех людей, которые так говорят? Нет, вот чем тут отличается осуждение от рассуждения? Вот если ты говоришь, ах, какие они мерзавцы, я-то так бы не сделал, ты осуждаешь. А вот если ты скажешь, ай, как плохо, правда, я-то еще хуже. Вот это уже, получается, не осуждаешь. Или еще ты можешь сказать, ай, как плохо, ладно, Господь силен и их спасти. Получается, что не осуждаешь.
А если скажешь, ой, какие негодяи, вот им-то точно дорога в ад. Значит, осуждаешь. То есть это твое отношение. Это твое отношение вот, к ним по сравнению с самим собой. Ну, ты можешь, конечно, сказать, что я еще хуже, это к этому надо прийти, но хотя бы сказать, я-то не лучше. А если так, что ну и Бог с ними. Ну, Бог им судья, естественно, да, вот это надо так сказать, что Бог им судья. Я-то просто сказал в том смысле, что вот для себя вот представить, ну, что слово может быть таким вот пустым, что оно может настолько опустошать душу. Не в плане того, что человек, там, какой-то конкретный человек это делает, не в этом плане. А что для себя насколько можно выхолостить слово, да, насколько можно сделать его вот, пустозвонным. Вот я хотел сказать об этом. Может, у меня прозвучало, конечно, какая-то осуждение. Просто одно из другого. Да. Тогда, Максим, еще по поводу матов. Вот когда ты идешь, да, скажем, и слышишь вокруг себя сплошные маты, от молодежи, даже от взрослых людей, как вот? Вот ну, надо оценить свои силы. Если ты понимаешь, что ты вот можешь подойти и сказать, и, в принципе, надо подойти и сказать. Ну, да, даже с точки зрения безопасности, да. Вот. Знать, кому подойти и сказать. Ну да, кому подойти и сказать, как... если там мужчины крепкие где-то неподалеку, чтобы отбили там, тебя на всякий случай, если тебя начнут ругать. И еще очень важно, вот сможешь ли ты сказать по сути? Правильно. Вот, правильно сказать. Вот если ты подойдешь и скажешь, ах, как вам не стыдно, вот вы ругаетесь, это ведь очень плохо. По сути дела, вот в твоих словах осуждение, и поэтому жди, что тебе скажут, там, какое ваше дело, это как минимум. Вот, идите своей дорогой, а то и... Да. А вот если ты знаешь, что такое мат, вот как бы вот есть же сейчас книжки, мы сейчас об этом просто подробно не говорим, вот прочитал, ты разобрался, ты знаешь, что это такое. И ты можешь такую вот небольшую, компактную такую лекцию прочитать, ну, там, минутку, две. Ребят, а вы знаете, что такое мат? Вообще, вот вы суть знаете мат, почему он запрещен? Ему же интересно, нет, не знаю. И ты им коротко расскажи о том, что мат это вот, это мама, папа, мама плюс папа равно любовь. Только в перевернутом виде, в таком воскрененном виде. Вот что такое мат. Поэтому называется мат, против матери, да, матерная правда. Это люди в древности употребляли для того, чтобы вызывать духов падших, мерзких, гадких. Они хотели показать, что они такие же, как они. Слушай, задумайся. Пожалуйста, а если, например, технику полностью вот человек попал на учебу, иду и буквально говорит, ну все в мате, все разговаривают на этом мате. И я стараюсь, я вообще говорит, не думаю, но у меня в конце года, говорит, в голове стало кружиться, вот, я ничего не могу поделать. Да. К сожалению, такое бывает. Ну, надо подумать, тут уже порассуждать, может быть, даже сменить обстановку, такой, вплоть до такого, что бывает, если для тебя это совершенно аттрактивно. Да, везде может, сейчас и в школе. Да, может попытаться повлиять на людей. Вы знаете, вот даже то, что ты в этом не участвуешь, это уже много. А потом вот еще есть один способ, вот мне как-то тоже довелось, ну, как бы существование матерные, ну, тоже вот такие очень приятные, и я как бы не мог их остановить, да, людей. Поэтому я в тот момент начинал внутри про себя повторять вот хотя бы «Господи, помилуй», Иисусу молитву. И это очень помогало, потому что у меня как бы была злоба, да, думаю, ну вот человек ругается, ну, допустим, чертыхается. Ну, говорит, просто вот, черт, так вот, между делом поменяет. Я думаю, как это плохо человек вот черта вызывает. Ну, на самом деле, любое слово какую-то духовную сущность за собой несет. А потом я думаю, ну я же не могу сказать, не делай это, потому что будет еще хуже. Агрессия, там, злоба и так далее. А дай-ка буду молиться. Молитва ведь сильнее мат. Я буду Бога вызывать. Я буду святых призывать. Я буду Божью Матерь призывать. И это очень внутри дало такой вот как бы покой. Ну, вот внутреннее вот это вот раздражение, такое отторжение, неприязнь, она ушла. Поэтому, как только я слышал, я сразу вздыхал мысль, Господи, ну, да я и сам грешен во много раз больше. Помилуй всех нас грешных. Вот так. Дедушка, а я, знаете, что один раз услышала в ответ? Это были старшеклассники 21-й школы, там, я скажу, девушки, юноши, группа. Они искренне удивились, когда я им просто сказала, говорю, ребят, ну что же, я говорю, сзади вас вот иду уже 5 минут, но мы же, говорит, никого не оскорбляем, мы никого не ругаем, мы просто разговариваем между собой.
Они искренне удивились, что они делают плохого. Вот тут и надо объяснить, что есть еще такой аспект у мата, это трусость. Ну, вы сейчас поступаете трусливо, потому что если была рядом полиция, и вы бы знали, что вас реально могут до 15 суток посадить, вы бы не стали это делать. Если бы рядом был директор школы, ваш будущий работодатель, ваш дедушка или бабушка, вы бы не стали это говорить. Значит, вы уже зависимы, вы уже не свободны, вы уже трусливы. И об этом, особенно вот мальчишкам, ну это правда лучше, когда мужчина скажет мальчикам, но об этом тоже можно сказать. Женщина, наверное, может хорошо сказать про красоту. Потому что часто ведь такое приходится видеть, да? Девушка красивая, одета, машины, что-то еще там, духи благоухают несколько. А слова не соответствуют. И вот здесь тоже можно вот особенно девочкам сказать, что вы, девочки, ну вы же красивые, вы должны быть красивы. Если ваши слова будут красивые, вы будете еще красивее. Да, это очень положительное значение. Потом, ну, иногда, вот чувствуешь, когда человек не готов это принять, ты уже действительно, ты просто просишь ради себя, да, ребята, пожалуйста, при нас не пачкайте пространство духовно, не пачкайте. И как правило, кстати, молодежь на это очень реагирует. То есть они говорят, да, то есть они, ну, сейчас же либерализм, да, то есть ты меня не трогай, я тебя не трогаю. Поэтому ты говоришь, ребята, я вас не трогаю, но вы нас, пожалуйста, тоже не трогайте. Вот мы просим, закон в конце концов есть, да, пожалуйста, поэтому. И, в принципе, все очень хорошо понимают. Поэтому, когда держишь замечание насчет мата, все обычно сразу извиняются, говорят, ой, извините, простите, то есть нет понимания, что человек портит, что человек вредит самому себе, но, в принципе, есть понимание, что он вредит окружающим. Поэтому, когда делаешь замечание так вежливо, без осуждения, то хотя бы не вслух, не слышно, все готовы соблюдать. На время. Ну, на время, ну хотя бы, но это уже какой-то, ты уже показываешь, что это уже не можно не везде, и не всегда, не все. Вот здесь вот так. И много там постов, это, конечно, целый разговор. Ложь во спасение, вот есть такое понятие. Не знаю, вот неизвестна мне ситуация. Хоть иногда я пишу, что может быть ложь во спасение. Мне такие ситуации не знакомы, неизвестны. Мне кажется, ложь не всегда. Потому что всегда правда все равно выйдет. В итоге-то она же всегда. Ну, да. Ну, говорят, что вот больному не надо говорить, что он болеет в смертельном А периоде. сейчас уже говорят, Пожалуйста, перебиваю. А вот если, например, ты плачешь, а по телефону кто-то говорит, ты болеешь, ты не хочешь сказать, что ты плачешь. Ты говоришь, да, я не болею, вот хлюпаю носом, да, у меня болезнь, я не больно, не вру. Ну, получается, да, это получается обман. Но если вы не хотите говорить, просто скажите, не хочу говорить. Или там, да нет, ничего страшного. Так. Ну, если ты сознательно говоришь что-то другое, это уже получается обман. А из обмана потом, вот, знаете, ну, мы же видим постоянно, что жизнь, она часто бывает пропитана неправдой. Да? Это не только какая-то глобальная вот такая неправда, воровство. Вот даже наша правда, которую мы считаем, пытаемся поступать, она тоже пропитана всем неправдой. И вот язык в этом плане первейшее дело. Если хочешь жить по правде, надо начинать с языка. Надо просто начинать говорить правду. Потому что неправда, ну, допустим, школьник не делает уроки. Это неправда, да? Потому что он должен делать уроки, он их не делает. И это обязательно повлечет за собой вранье. Он будет врать, что он сделал уроки и так далее. А если он начнет хотя бы говорить правду, да, сделал, не сделал, уже начнется жизнь строиться. Хотя вся наша правда, как руб, поверженный перед тобой. Где-то в одной из молитв, там, в Таинстве собора, они говорят, что мы должны всегда понимать, что наша правда, она всегда очень условна. Это только нам кажется, вот и правда, и ложь. А вот перед Богом вся человеческая правда, она вся смешана с неправдой. У нас нет совершенно чистой правды. Само небо не чисто перед ним, да, и в ангелах с их усматривают недостатки. Поэтому у нас есть понятие о смирении, да, поэтому когда ты где-то видишь неправду, ты лучше вздохни и скажи, Господи, да, я сам источник этой неправды, я сам носитель этой неправды. И даже то, что ты ее увидел, это уже говорит о твоей неправде. Потому что ребенок, он бы ее не увидел, он бы не обратил на нее внимания, он чистый сердцем. А ты заметил, значит, она в тебе резонирует, она в тебе отзывается. А резонирует то, что на одинаковой чистоте. Там неправда, и в тебе неправда. Вот она тебе и резанула в глаза. Да? Вот ее и заметил. Так же, как и гордость. Если ты в ком-то видишь гордость, это значит, что тебе ее очень. Если, Господь об этом сказал, как ты можешь вытащить сучок из глаза брата твоего, если в твоем глазу бревно? То есть, если ты хотя бы заметил сучок в глазу брата, значит, в твоем там бревно большое.
Ты сначала вынь его, то есть ты смирись, ты убери свою гордыню из себя. И тогда ты поймешь, как вынуть что-то. Отвлеклись. Последняя 10-я заповедь. Вот эта заповедь, она выходит уже за рамки конкретных действий, она уже имеет такое как бы внутреннее состояние, да? Если там говорится, не ходи, там, не противодействуй, конкретные дела, то тут не завидуй, то есть тут не говорится о том, что не обижай, а просто внутри себя не завидуй. Она уже как бы по толкованию некоторым является таким как бы мостиком уже к Новому Завету. Не пожелай ни вола, ни осла, ни жены, ничего, что есть у ближнего твоего. Ни жены, ни дому, ни села, то есть ни земли, ни раба, ни рабыни, ни вола, ни осла, ни всякого скота его, ни всего, великая суть ближнего твоего. Потому что грехи начинаются с зависти. 9-я, да? 10-я. 10-я. А 9-я какая? 10-я не лги. Ну, если сказать кратко, то средство против зависти – это радость, это благодарение. Да? Человек обижается, недоволен чем-то, вот начинается. А если ты доволен, если ты имеешь и сам и Богу благодаришь, то, собственно, и зависти. Вот это то, что хотел сказать в самом по 10 заповедям, чуть-чуть вот подытожим. Первое, мы уже сказали, что это путь к Новому Завету. Второе, это то, что закон очень короткий. Вот он вмещается там буквально один столбик, даже не полстраницы. 10 заповедей, это меньше. Вот в Библии мелким шрифтом это не столбик. Вот сравним с законами обычными вот нашими гражданскими, да? Кодексы, бесчисленные там поправки и так далее, и так далее. Вот. А тут вот так емко, и вот в каждом слове, в каждой заповеди такой смысл. Иногда вот сейчас попадаются в руки учебники, вот наши советские академики, ну, в частности экономисты, и они тоже искали, конечно, правду во многом в работе, и вот многие из них, они пришли к вере. Они сейчас уже многие отошли в мир иной, там, допустим, академик Федоренко, академик Львов, и они говорили, когда они открывали для себя Божий закон, они говорят, так все есть, смотрите, оказывается, можно так жить. И говорят, ну есть же у нас вот 10 заповедей. Но правда, вот сколько я не читал, вот эти беседы, интервью, совещания, там всегда говорилось вот об этих заповедях этических между людьми. Там не говорилось, потому что это другое, да, это более глубоко, это ну, как бы для человека, особенно воспитанного в коммунизме, это было тяжелее принять. Но они восхищались этим. Вот краткостью, емкостью этого закона. Вот. И что еще хотелось сказать? Я хотел в конце сказать еще о параллелях между заповедью блаженства и заповедью Ветхого Завета. Я не знаю, есть ли они на самом деле нет, но я вот что-то стал сопоставлять в уме, и мне показалось, что они есть. Вот смотрите. Первая заповедь говорит, не должно быть у тебя других богов, кроме меня, я Господь Бог твой. А первая заповедь блаженства говорит, блажен нищий духом. А нищета духовная, если сказать кратко, это ощущение себя лишенным Бога. Вот ощущение себя далеким от Бога. Там любовь к Богу, там ощущение далеким от Бога. Вторая заповедь говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. А это, знаете, не сотвори себе кумира. Но почему человек начинает плакать? Он начинает как раз плакать от того, что видит вся наша жизнь, она строится на пристрастиях, на кумирах, что мы на самом деле, вот, это не какие-то мелкие частности. Мы все так или иначе каждый день служим кумиру. И когда ты это вот поймешь, ты начнешь плакать. Как выйти из этого рабства? Третья заповедь. Блаженны кроткие. Да? Блаженны кроткие, ибо не наследуют землю. Ну не произносить имя Господа Бога твоего напрасно, это тоже кротость. Это кротость. Вот человек кроткий, который не произносит кротость, в том, что не говорит лишнее. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот помни день субботний. Это тоже по правде, да, что есть трудиться по правде и часть жизни посвящать Богу. Блаженные вот не убий, и блаженны милостивые тоже соотносятся. Милость, то, что противоположно убийству. Убийство – это ненависть, убийство – это не прощение, а милость – это прощение. Не прелюбы сотвори, сказано,
А Господь говорит, а я вам говорю, что тот, кто посмотрел с вожделением, уже прелюбодействовал. Да? Поэтому блаженный чистый сердцем, то есть блажен не человек, который не изменяет, а блажен человек, который в сердце своем не имеет нечистоты, который из сердца своего смогут это убрать. Блаженные миротворцы. Блаженные миротворцы. Соотносится немножко с заповедью «не уходи». Не уходи. Потому что кража – это всегда нарушение мира, это всегда какая-то вражда. А человек, который вот не ходит, он может сказать, что он как бы в мире, да, с окружающими людьми в экономическом плане. Вот 9-я заповедь «не лги», а там заповедь «не блаженны изгнанные правды рай». Не только не лги, но будь готов за правду быть, претерпеть даже гонение и изгнание. И вот тут заповедь «не пожелай, не завидуй», а заповеди блаженства заканчиваются словами «радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда». Человек, который радуется и веселится, потому что его награда на небесах, он, конечно, никому не судит. Такие вот параллели есть. Блаженной милостью не уходи. Не уходи. Ну, не полное такое, не точное соответствие, может быть, в порядке, но все же, конечно, между ними. А желание чужих, завоевания чужих земель, вот эти войны, это же тоже желание украсть. Да, То жалость. есть это получается всеобщее, там, всегосударственное желание украсть кусок другого. То есть получается настолько, это не то, что наша верхушка, мы ей позволяем, ну, там войны мы позволяем, то есть мы все позволяем. Нет, ну кто-то позволяет, кто-то нет, тут не обязательно так. Но, в принципе, наши грехи, они вот, знаете, как дождь идет, и из маленьких капелек так складываются большие капельки, из больших капелек ручеечки, из ручеечек речки. Вот так же вот наши грехи, они вот так вот кап-кап-кап-кап-кап и выплескиваются в воду. Получается настолько грешная всякого нет. Вся. Очень грешно все. Но наша самая главная задача увидеть это в себе. Вот надо увидеть в себе, что я настолько грешен. Вот весь, и когда ты это увидишь, а это благодать Божия, мы прямо вот об этом просить надо, да, Господи, да, вы встретите своих решений. Мы слепые духовно, то есть мы этого просто не видим, от нас это закрыто, потому что если бы мы увидели, вот нам Господь бы показал все наши грехи, как они на самом деле, какими мы должны быть, мы бы, наверное, просто пришли в ужас и покончили с собой. Потому что это страшно. Поэтому нам так вот по чуть-чуть открывать, просто в меру наших сил. И мы бы тогда перестали бы вообще смотреть вот вокруг. Мы бы просто в каждом видели бы тоже только все будет хорошее. Никого бы не осуждали. Мы бы поняли, что мы не можем спастись без милости Божией, мы бы стали тогда милостивыми. Но есть же люди, которым это открылось, и они поменялись. Да. Прям вот. Но они перестали вот менять что-то вокруг себя, они занялись только собой. Ну да. Потому что они поняли, что я под смертью, я под этим И проклятием. они увидели, что там происходит. Да, часто же описывают случай. Реально, да, увидели реальное состояние души. Ну, вот, говорят, познал нищету своей души. Познал нищету души. Вот, это правда. Там все пропитано, грехом пропитано насквозь. А когда, как еще вот, к какому отнести греху, если, допустим, там какой-то в себе видишь, и ты думаешь, вот бы тебе тоже это понять, вот другому человеку. Ну, как бы желаешь ему тоже понять. Это как? Ну, вот Господь сказал, убери бревно со своего глаза. То есть ты в себе этот грех победи. И тогда ты поймешь, как убрать его с другого. То есть мы друг на друга очень сильно влияем. Но как влияем? С преподобным преподобен будешь. Да? Со строптивым развратишься. Вот если ты сам в отношении вот этого греха стал преподобным, то есть ты его победил в себе, этот грех, и ты общаешься с человеком, ты можешь ему ничего не говорить. Он все равно будет стремиться быть похожим на тебя. У всех людей есть вот это вот стремление уподобляться. Я не говорю словами, я говорю, что когда мне желаю. А словами, когда ты ему скажешь, дай я выну сучок из глаза там. Нет, я как раз и говорю про то, что внутри, когда так думаешь. Даже когда думаешь, даже наши мысли, даже если ты на расстоянии человека, ему все это передается. Вот. Ты показываешь превозношение над ним, ты не победил самый главный грех. Тщеславие, самолюбие, да, превозношение. И поэтому, пытаясь у человека вынуть этот сучок, ты только ему свою гордость еще
вольешь, поэтому, да, естественно, он скажет в ответ, да хоть он какой был там грешник, он скажет, что как ты смеешь, вот, потому что ты показал над ним духовное превосходство, а это есть гордость. А надо считать себя. Можно вопрос насчет шестой заповеди «Не убей». Вот эта заповедь, она относится ко всему живому, и не только в отношении, в отношении человека. И вот тогда в связи с этим, как, допустим, можно ли таракана убить дома? Ну, если она относится ко всему живому, то нам придется умереть. Потому что мы питаемся живым. Мы не можем не питаться живым. Мы все равно питаемся помидорами, которые тоже живые, да, мы должны сорвать и съесть. Вот. А мы ходим по земле, там какие-то букашки ползают. Поэтому к заповеди о живом она относится условно. Вот убить таракана, если он несет заразу и мешает тебе в доме, в принципе ты можешь. А убить его из жестокости уже нет. Да, съесть, зарезать курицу и съесть, это, ну, хотя и есть, конечно, люди, которые, в принципе, там уже по воздержанию мяса не едят, в принципе, это не грех. Само по себе это не грех. Вот. А пойти на охоту и подстрелить там какую-нибудь скотинку просто так вот ради забавы, получается, что грех. Ну, в принципе, да. В принципе, в каком-то смысле можно сказать, что не убей, вообще не убивай живое. То есть там же тоже есть свои отношения, ну, особенно высшие животных. Да. Это тоже творение Божие. Хотя оно и дано нам в служении, да, в употреблении, в пищу и прочее. Вот. Но ради забавы, а тем более ради жестокости, конечно. Кстати, еще вспомнил, вот «Чти отца и мать». Интересно, я вот вам советую, кстати, Николая Сербского, вот послушать. Он и в аудиозаписи есть, и ВКонтакте там есть полностью заповедь. Такой вот у него такой необычный взгляд, и слова необычные. Вот он, например, говорит, 5-я заповедь, вот посмотрите, какая глубина, «Чти отца и мать». Он говорит, вообще уважай вот всех, кто жили до тебя. Вот мы пришли в это здание, так его строили там, сколько, 100 с лишним лет назад, да? 200 получается. Ну, да, посмотрите, вот эти полки, эти книги, эти лампочки, эти столы, стулья, это же все кто-то делает. То есть мы должны с уважением, с благоговением ко всем этим относиться. То, что вот мы сидим сегодня, можем рассуждать, мы же что-то почитали, да? Кто-то нам объяснил, митрополит Филарет, архимандрит Иоанн Христианкин. То есть мы должны уважать вообще всех, кто жил до нас. Они тоже для нас отцы и матери. И мы так и говорим, да, молитвами святых Отец наш Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Вот. Поэтому советую вам Николая Сербского. Советую вам, если кто не читал, это, конечно, классическая книжка по исповеди, опыт построения исповеди, отца Иоанна Христианкина, он тоже по 10 заповедям разъясняет. И вот протоиерей Павел Великанов, «Школа веры», тоже у него есть вот по 10 заповедям такие пояснения, что-то новенькое может нам допознать. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а если, например, кто думает, что лучше бы он меня не слушал? Подумаешь, что лучше бы он меня не слушал. Как он? Не так бывает, что вот что-то сделаешь, скажешь, а почувствуешь, что не прав. Ну, бывает лучше такое. бы он меня не слушал. Ну да. Наверное, это иногда имеет весьма. Ну, как минимум помнить о том, что наши слова могут хотя бы с благим намерением, но что они могут разрушать, что они могут человека на что-то другое настраивать. Это, наверное, всегда полезно помнить и родителям в том числе. Отцы, не раздражайте детей ваших, мы очень часто раздражаем. То есть мы вроде требуем правильного, но претендуем на такую вот авторитетность, на непогрешимость, на власть над детьми. Забываем о том, что он должен наставить отца и мать, да? Когда повзрослеет, по Божьему слову. Поэтому даже родители, да, они должны со смирением в своей власти осуществлять. Отец Паисий Святогорец, как он говорит, если у тебя нет смирения, ты не можешь заставить слушаться даже кошку. Любая власть, она должна быть со смирением. Настоящая власть. Есть власть насилия, есть власть вот, влияния, а есть власть авторитета. Авторитет – это то, что влечет само по себе. Вот Господь, Он ведь над нами властвует,
властвует. Вплоть до того, что мы ему жизни своей отдаем, да? Ну, даже вот до смерти. Но он же властвует любовью, он властвует смирением на кресте. Он распинается, он своей кровью приобретает себе церковь. Он показывает к нам свою любовь даже до смерти. И мы отвечаем ему на его любовь, отвечаем своей любовью. Мы ему посвящаем свои души, свои жизни, свои сердца, да? Мы отказываемся от своих мыслей и убеждений для того, чтобы вселить в себя божественные мысли и убеждения, потому что мы видим, что он действительно нас любит. И вот, наверное, нам надо этому учиться. То есть, управляя своими подчиненными, детьми, быть для них не столько диктаторами тоталитарными, сколько вот уподобляться где-то Богу своей любви. Будем учиться, куда деваться. Ну что ж, тогда будем завершать, да? Или еще есть какие-то мысли? У меня есть вопрос, не по теме Евангелия, можно? На последней главе от Иоанна, читала недавно, в самом начале, когда Мария пришла к гробу, камень отвалил, и она спрашивает, где Господь, да, его положили. Когда она видит Христа, принимает его сначала за садовника, да? А потом он говорит ей, не прикасайся ко мне. Почему? Потому что я еще там не отошел. Не вошел еще. Да. Почему он ей запретил прикасаться к себе? А через страницу там Фоня наоборот говорит, ложи пальцы в мои раны, раздели ребра мои. А Фоня сказал, прикоснись, проверь. Вот сходу не отвечу, надо подумать, почитать, поискать. Да, где-то встречалось, но вот сейчас в душе надо поискать, надо напомнить. Ну что ж, тогда вот сейчас попробуем беседу завершим. Пожалуйста, заполните анкетки, напишите темы, какие в голове есть. А потом я их посмотрю и... Мне, пожалуйста, верните, а если... Благодарим наших зрителей, тех, кто с нами был, через трансляцию, если там еще. Сегодня множество слушателей, их тоже поблагодарим за внимание. Попросим всех прощения, может быть, что-то лишнее было сказано, или где-то рисковато, может, не с тем томом. Пусть Господь наши беседы обратит, исправит, уладит всем нам.